к представителям европейских структур, европейских парламентов, и они не слышат. Да, чем больше будет голосов, чем больше будет конкретики, чем больше будет рассказана история Ришата Аметова, чем больше будет упоминаний и рассказана история наших узников. Ахтем Чигоз, да. опять же. Ахтема Слушайте, у нас, Чигоза, знаете, Сенцова. Вот есть интересная вещь, да. сегодня была, мы обсуждали вот это. Тем больше шансов, знаете, это увеличивает шанс. Поэтому... Есть определенный момент, который мы все время поднимаем. Мы говорим, Россия говорит о том, что в Крыму все хорошо, просто некая экстремистская организация Меджлис, ну вот какие-то совсем радикальные там вроде Чигоза что-то выступают, а так все счастливы. Я просто, знаете, а с другой стороны, вот российская пропаганда, вы это видите, о том, как мы поднимаем, вы это говорите, мы поднимаем вопрос. Крым, крымские татары, миссия ОБСЕ, мониторинг. Россия пытается не говорить о крымских татарах, она пытается представить вопрос Крыма как некий конфликт между Украиной и Россией. И, конечно же, безусловно, когда мы говорим о деле 26 февраля, это очень показательное дело. Это дело против Меджлиса и крымско-татарского народа. Я знаете, о чем хотела вас спросить? Я, готовясь к этой передаче, просматривала о как раз Майдане, о том, что произошло с Крымом, о захвате. И мне попался интервью Анатолия Могилева, экс-главы Совета министров Крыма, изданию «Гордон», где он буквально говорит следующее. Когда в Киеве бурлил Майдан, в Крыму все было спокойно, мы удерживали обстановку буквально до последних дней, но Меджлис начал проводить свои митинги, на которых было выдвинуто требование назначить всех руководителей в Крыму только через Меджлис. И, в общем, нужно учесть, что крымских татар в Крыму только 13%, остальных 87%. И действия Меджлиса и радикальные выступления Меджлиса напугали крымское сообщество, что и склонило население в сторону агрессора. Слушайте, мы видим всю ту же историю. Радикальный Майдан напугал, радикальный митинг 26 февраля напугал. Это говорит человек здесь. Мы говорим о том, что вот нам ставят вину. Вот те митинги, на которые мы выходили для того, чтобы защитить целостность своей страны. Ну, здесь, что касается Могилева, ну, это такая же попытка, да, оправдать агрессора, и он говорит там, да, об агрессоре. Он еще признает, что это оккупация России? Ну, интересно. Он говорит ну, о том, неком, что... да. Он обвиняет Меджлис, фактически. Нет, ну, то есть некое... говорить, вернее, о некой угрозе, да, что была угроза, Россия была вынуждена, ну и так далее, и так далее. Просто поддержка. Если мы деконструируем, в принципе, знаете, если мы деконструируем всю эту пропаганду российскую, которую она ведет, вот, то, к сожалению, так получится, что политика Российской Федерации по отношению к крымским татарам, она, ну, знаете, если просто где-то кто-то не понимает этого, да, если даже кто-то из наших зрителей, там, будучи в Крыму, считает, что их это обойдет, вот, что фактически вот эта деконструкция пропагандистской линии Кремля, она говорит о том, что этноцид крымских татар, да, он неизбежен. И неизбежна политика, повтор в том или ином виде сталинской политики по отношению к крымским татарам нынешним режимом. Потому что если с точки зрения пропаганды Российской Федерации крымские татары — это некая угроза, да, угроза кому? Да? То есть угроза русскоязычным, угроза так называемому, да, суверенному русскому Крыму, да, части. Значит, невозможно имплементировать дальнейшую политику, даже если такая риторика. Да? Но риторика, она порождает идеи, идеи порождают политику. Невозможно будет политическая фиксация некого статус-кво крымско-татарского народа внутри оккупации, исходя из концепции там, многонационального российского народа, там, буряты, тувинцы, крымские татары, русские. Вообще народ. Народность как таковую. А значит, будет проводиться политика, ну, если не прямого геноцида, я надеюсь, что до этого не дойдет, все же, но политика репрессий, массового, да, репрессий, политика выдавливания крымских татар со своей родины. И я знаю, что есть разные настроения, к сожалению, среди крымских татар. Есть даже откровенно крымские татары, которые ездят в Москву и говорят о сотрудничестве с оккупационным режимом. Я бы хотел сказать, обратиться к этим людям: не совершайте преступления против своего народа. Россия вас не пощадит. Да? Она не пощадит даже вас, даже если вы будете лизать сапог оккупанта, да? Даже если вы будете считать, что вы делаете это ради благих намерений.
Я думаю, что если те, кто нас слушает, да, смотрят эту программу, я думаю, они поймут, что это о них. Да? Все равно это приведет к тому, что против вашего народа будет применена политика выдавливания этнических репрессий, арестов, запрета религии, запрета культуры и так далее. Единственный шанс на спасение – это как можно скорейший обвал Российской Федерации, как вот этого территориального образования, возвращения Крыма в состав Украины. Конечно же, с отдельными правами для крымско-татарского народа, с законодательно зафиксированным статусом крымско-татарского народа, с культурной автономией крымско-татарского народа и с тем, что Украина как государство должна будет учесть все свои ошибки прошлых лет и предоставить крымским татарам после возвращения Крыма полные возможности для того, чтобы их культура крымских татар, язык крымских татар были сохранены. Сергей, я очень благодарна вам, что вы это сказали, потому что, посмотрите, я недавно зачитала Анатолия Могилева. Это украинский чиновник до оккупации. Но мы понимаем, что то, что он говорит, это абсолютно российский месседж. Да, это российский месседж. Там, в Крыму, вот эти люди и вот эти слова воспринимаются как позиция Украины. И я не знаю, как мы можем донести туда мысль, что это не позиция Украины, это пророссийская позиция, которая привела к оккупации, что сегодня украинская политика другая. Я не бы сказал, знаете, сегодня, я же помню прекрасно историю взаимоотношения, ну как помню, где-то помню сам, где-то мне просто рассказывали осведомленные люди. Вот политику Украины по отношению к крымским татарам. Но всегда это была политика максимальной интеграции в украинскую политическую нацию, многонациональную. Там были ошибки. Там были ошибки, я не спорю, но в любом случае не может быть политика официальной Украины ни в коем случае никогда. Это обвинение крымских татар в том, что они там куда-то вышли не так на митинг. То, что 26 февраля этот митинг собрался, то, что крымские татары пытались, возможно, одни из немногих, да, на острове, вместе с украинцами и с теми людьми, которые были вынуждены покинуть Крым. Украинские, этнические украинцы, да, не собрались вместе, граждане одной страны. Политические украинцы, великая политическая украинская нация, да, в составе русских, в составе крымских татар, в составе украинцев, попытались предотвратить оккупацию, попытались предотвратить агрессию Кремля. Это поклон, честь и хвала всем этим людям и героям 26 февраля. Не может быть другой политики украинской власти, кроме чествования и максимального содействия этим героям, тем, кто сейчас находится, к сожалению, в тюрьме, и крымско-татарскому народу в целом. Интеграция крымско-татарского народа в тело украинской политической нации, разделение единых ценностей. Это цивилизованные ценности, это свое государство, это свое право и свои свободы, личное, индивидуальное. Это право развиваться в той культуре, в которую человек хочет. Это право говорить на том языке, на котором он хочет. Это право получать на этом языке информацию. Это право быть услышанным, голосовать на выборах, право направлять своих делегатов в законодательное собрание и в законодательные органы как Крымской автономной республики, так и центральные органы власти. Это право иметь свое представительство во власти украинской. Это право строить великую Украину. Это право есть у всех наций и у всех патриотов украинцев вне зависимости от их национальности. И никогда не может быть официальной политикой Украины дискриминация по национальному признаку, дискриминация по языковому признаку. Вы видели, что все на Майдане стояли едины. И это единство перенеслось дальше на борьбу против агрессора и против оккупанта. И только сохраняя это единство, только не допуская себе мысли о том, что с Путиным можно о чем-то договориться, мы можем противостоять вместе этой агрессии. Когда Российская Федерация подойдет к концу, когда мы вернем Крым, тогда, я надеюсь, станет понятно, что такая точка зрения, я считаю ее правильной, я убежден, что она восторжествует. Сергей, я понимаю, что мы убеждены, что она подойдет к концу. И, кстати, гораздо быстрее, чем ему кажется. Да. У меня вопрос о том, они это понимают? Вот когда вы видите всех этих генерал-правозащитников, генерал-омбудсменов, генерал-ОБСЕшников, они понимают, что это конец? Вы знаете, там же разные люди есть. Я не могу сказать, что лично, с точки зрения личного интеллектуального потенциала, там собрались одни дебилы. Там, конечно же, есть странные очень люди с точки зрения своих умственных способностей. Да, но для того, чтобы выжить и выкарабкаться в этой бесчеловеческой российской среде, наверх, в Думу, через эту грязь Первого канала, глава делегации новой российской, это этот самый
Петр Толстой, да, это один из пропагандистов кремлевских основных. Нужно иметь звериный инстинкт. И, конечно, звериный инстинкт, я общался с некоторыми людьми приватно, там, из делегаций российских, и, скажем так, есть всякие неформальные форматы, кулуарные, да, когда нужно провести переговоры. Мы прекрасно понимаем, что многие переговоры они проводятся за закрытыми дверями. Конечно же, я тоже в таких форматах участвовал. И это позволяет более широко обсудить какие-то, скажем так, прояснить, не знаю, позиции друг друга. И, конечно же, я вижу, что многие люди там понимают, куда все идет. Даже российские функционеры. Даже российские функционеры, даже российские нынешние депутаты Госдумы, многие из них понимают, в какой ад спускается Россия и к какому аду это приведет. Но они не могут ничего сделать. Они завязаны в этой системе отношений, они способствовали. Главное, знаете, что значит... Понимаете, вот было же во время Второй мировой войны известное дело Валькирии, покушение на Гитлера, где был и Роммель был, в общем, частью заговора. И эти все люди были потом казнены. Вот, но нужно тоже понимать, что имя этих людей фактически очистило только гибель. Если бы они не погибли, если бы это покушение не состоялось или сорвалось, они были бы в ряду нацистских преступников. Да, эти генералы, которых судили. Да. То есть фактически только гибель и самопожертвование этих людей дало право немцам говорить о том, что все-таки даже в той бесчеловечной системе оставались люди, которые пытались изнутри ей сопротивляться, но тоже это своего рода такой национальный миф. Поэтому, если мы не видим сопротивления со стороны всех этих людей, которые понимают, что они делают, понимают, к чему они ведут и российское государство, они понимают, что они убивают украинцев, но они ничего не делают для того, чтобы это остановить. Они соучаствуют в преступлении, такие же преступники. И поэтому я бы говорил о том, что никакой скидки за слова не может быть. И никакой скидки за слова никому не будет. За то, что где-то там в кулуарах какого-то саммита кто-то отвел за ручку в угол, начал признаваться... или где-то кто-то поработал. Начал признаваться в любви к Украине, в том, как его ужасает политика Путина, какой это кошмар и так далее. Нет, господа. Я очень благодарна вам, что мы на этом заканчиваем, потому что мы уже заканчиваем, у нас уже... Наша передача подошла к концу. Это очень сложная тема, и мы должны будем говорить о ней еще много-много раз. О том, что герои, предательство. Это очень интересно, потому что российские функционеры в кулуарах, они правда понимают, к чему все идет. Если вы позволите еще одну ремарку по поводу Давайте, и мы заканчиваем. По поводу предательства, главное, мне кажется, в этом процессе, в сложном процессе войны, в сложной ситуации агрессии, в тяжелейшей ситуации оккупации не стать предателем по неволе, предателем из благих намерений, предателем из-за того, что ты хочешь кого-то спасти. Да, предатели в истории остаются предателями, какие бы благие намерения у них ни были. Если человек предает свой народ, если он пытается сделать так, чтобы его народ лег под оккупационную власть, я буду прямо говорить, то в истории какие бы ни были его мотивы, в истории он останется просто низким предателем, который приблизил крах народности, крах, я не знаю... Для начала собственный. Да. Для начала собственный. Да. И это очень хороший момент. Это спасибо. Опять еще раз спасибо вам, что вы это сказали. Есть американский психолог, он социолог, психолог Филипп Зимбардо, который занимался исследованием зла. У него есть такая теория, называется «Эффект Люцифера», где он говорил о том, что зло всегда системно. Это всегда система. И хорошие люди, попадая в эту систему с очень благими намерениями, оставаясь в быту хорошими людьми, когда они начинают служить системе, они становятся злом. И Филипп Зимбардо говорил о том, что единственный, кто может противостоять системе зла, настоящей системе зла, это одиночка, герой. Тот, кто не сдается, тот, кто продолжает следовать своим принципам. Я бы хотела, чтобы в этом споре о героях и предателях мы в первую очередь сконцентрировались на поддержке героев. Потому что Ахтем Чайкоз, Мустафа Дигирмеджи, Али Асанов, герои, они сегодня борются за весь народ. Борются практически в одиночку. Против империи, которая умирает. И понимает прекрасно, что она умирает. Сегодня происходит последний российский бой. Вот с того периода, с начала захвата Крыма Российской империи,
Сегодня Россия пытается уничтожить крымско-татарский народ. Либо ей удастся это, либо нет. Суть в том, что мы все равно победим. В любом случае конец наступит гораздо быстрее, чем очень многим кажется. И очень хотелось бы, чтобы потом всем нам не было мучительно стыдно за то, что мы говорим и делаем в минуты отчаяния. Поддерживайте своих героев. Всего хорошего. Встретимся в Крыму.